В 1992 году Международный день солидарности трудящихся с легкой руки тех, кто развалил нашу мощную державу, был переименован в праздник весны и труда. На наш взгляд, это благое переименование не дало гражданам России обещанных конституционных демократических прав, никакой сладкой жизни, народовластием и не пахнет от капиталистической партии власти «Единая Россия». Для нас, для большинства граждан России 1 мая по-прежнему остается днем солидарности трудящихся, потому что коммунисты не предали забвению славную традицию встречать 1 май на улицах городов и сел нашей замечательной Родины. И сегодня мы, участники первомайского митинга, протестуем против варварских изменений Трудового кодекса, повышения пенсионного возраста, увеличения нагрузки на каждом рабочем месте за ту же заработную плату с максимальным сокращением социальных гарантий трудящихся. Мы протестуем против проекта так называемой десталинизации. Это надругательство над исторической памятью, в том числе над достижениями советской страны. Мы требуем вернуть украденное будущее перспективой развития. Коммунистическая партия Российской Федерации предлагает возрождение нового союза, возвращение богатств, которые принадлежат всем, природных ресурсов, топливно-энергетического комплекса, минерально-сырьевой базы. Все должно принадлежать народу. Хватит наживаться чиновникам и олигархам. Именно такой подход должен быть основой для модернизации и решения социальных задач. Сейчас государство украдено у нас у всех. 10% богатых владеют 90% собственности Российской Федерации. Мы требуем, чтобы представители олигархических кланов, которые захватили собственность России и сели на российский бюджет, были отодвинуты от своего корыта с помощью смены власти при активной поддержке наших избирателей.